Приключения Шурика. Шурик мажаралары. Глава Башкирии назвал капитальный ремонт домов с нарушениями приключениями Шурика. Башкортостан башлыгы өйдәргә капиталь ремонтты бозып яһауды Шурик мажаралары дип атаны. Глава Башкирии назвал капитальный ремонт домов с нарушениями приключениями Шурика. Башкортостан башлыгы өйдәргә капиталь ремонтты бозып яһауды Шурик мажаралары дип атаны. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе начинается «Уфимский разворот». Сегодня вас приветствует Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев и звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире, трансляция на Ютубе также ведется. Там есть онлайн-чат, мы не устаем повторять. Присылайте свои реплики и вопросы. Во второй половине часа нас ожидают гости. Руслан сейчас расскажет, какие. Да, сначала я напомню, что есть у нас дополнительный номер для СМС-сообщений, сообщений в WhatsApp и Телеграме. Именно для сообщений, а не для звонков. За вчерашний день сюда поступило какое-то рекордное количество просто именно звонков. Друзья, мы не можем отвечать по этому номеру. Плюс 7 927 304 10 51. Пожалуйста, пишите и подписывайтесь. Действительно, в нашей сегодняшней программе, помимо обзора прессы, фрагментов, голосований, фрагментов, кстати, будет много, тем более, что событий было много. Во второй части мы обсудим ситуацию вокруг проекта парка искусств по улице Кирова в Уфе. Поговорим со Светланой Павловой, которая протестует против этого проекта, и с Валерианом Гагиным, который является главным идеологом и человеком, который продвигает этот самый проект. Это будет после перерыва, поэтому тоже, кого тема волнует, как говорится, оставайтесь с нами. А пока перейдем к обзору прессы. Ну и, конечно же, самое, наверное, важное событие за прошедшего дня – это передача акций башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Конкретно речь идет о 38,3%. Владимир Путин вчера во время совещания в правительстве поручил этому самому правительству это сделать. Еще 11,7% плюс одна акция передается в доверительное управление Республики Башкортостан. Что это значит? Это значит, что контрольный пакет акций будет под полным управлением региона, и, соответственно, уже политику компании будет выстраивать Республика Башкортостан. Давайте я предлагаю послушать фрагмент как раз вот этого монолога Владимира Путина про передачу акций. Прошу правительства передать 38,3% акций башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Это то, что и было в Башкирии. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, и в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. Ну вот действительно, тот пакет акций, который был в Республике Башкортостан еще до событий августа прошлого года, до протестов на Шихане-Кушта, он остался в республике, плюс еще мы получили 11,7%, плюс одну акцию. Это, конечно, интересно. Еще что касается, вот Путин сказал, как мы и договаривались, в том числе с руководством республики, то есть то, о чем говорил Ради Хабиров. Да. И Андрей Назаров на днях, разговаривая с журналистами, говорил, что все будет хорошо, и так хитро улыбался. Видимо, об этом речь и шла как раз-таки. Но дальше что там было? Я так понимаю, Ради Хабиров тоже ответил, да? Да, там был Ради Хабиров, он выразил благодарность, сказал, что, значит, там вообще мы все вам благодарны, давайте прослушаем и фрагмент его выступления. Долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня очень благодарны жители за такое решение. Мы меру ответственности понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и для экономики республики. Поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось.
Оценивать, наверное, произошедшие события мы будем еще долго и упорно со специалистами. Кстати, сразу, пользуясь случаем, скажу, что сегодня после 15 часов персонально ваш у нас будет экономист Всеволод Спивак, как раз-таки свою оценку этой ситуации даст. Но надо сказать, что совещание на этом не закончилось, и Владимир Путин еще дополнительные соображения на эту тему озвучил, в том числе по поводу сырья. Но я добавлю, прежде чем мы прослушаем этот фрагмент, Владимир Путин сказал, что на самом деле, ведь не по вине федеральных органов власти ушел контрольный пакет акций предприятия, а в связи с соответствующими решениями руководства республики. Вот что он говорит про приватизацию. Ничего здесь плохого нет, когда идет приватизация, но уж если она идет, то она должна отвечать целям этой приватизации. Компания должна эффективно работать и соблюдать определенные правила поведения. Поэтому рассчитываю на то, что все это будет осуществляться в будущем, что управляться она будет должным образом. Но и экономическая деятельность компании должна быть обеспечена, в том числе и ресурсы, об этом тоже надо подумать. Слушатель Артур нам пишет в чате: 38,3, 11 плюс 7 равно 50. Где еще 1%? Не 1%, одна акция. Как раз-таки одна акция необходима для того, чтобы контрольный пакет акций был под управлением Республики Башкортостан. Это такая, знаете, это не 1%, а, наверное, 0,000 какая-нибудь сотая процента, но этого достаточно, чтобы это было большинство, чуть-чуть больше половины. Но я в интернете читал критику касаемо как раз этого. Почему нам Башкирии не передали именно в собственность все эти акции? Почему только определенный процент, а остальное только под управление? Ну, я тоже об этом подумал, думаю, а что не передать на самом деле? Ну, управление, это значит, в любой момент можно как бы из управления забрать, то есть на крючке оставили таким образом. Но опять-таки оставим право анализировать специалистам, которые в этом больше, чем мы понимают. Вот. Такая тема, друзья. Ну, добавлю, что вечером во время встречи со студентами Башгу и УГАТУ Ради Хабиров вновь об этом говорил уже публично. Он повторил, в принципе, те же самые слова о том, что это важнейшие события для республики, мы долго к этому шли, и уж теперь-то мы, конечно, не подкачаем, сохраним предприятие, разовьем его дальше, решим все проблемы, в том числе сырьевую, и все у нас будет хорошо. Как говорится, поживем, увидим. Вот. Ну что, еще одно событие, которое, кстати, например, вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров в своей соцсети назвал одним из важных событий последнего времени. Это, значит, пробитие, так это назовем, восточного выезда Уфы. Вчера свет увидели в конце туннеля, и конкретно материал «Правда ПФО». Хабиров увидел свет в конце туннеля восточного выезда Уфы, называется материал. Осталось построить мост и 11 километров дороги. Не стоит забывать об этом, да. Хабиров говорит: пожалуй, это самый большой и сложный проект во всем Приволжском федеральном округе, не только в Уфе. Этого события мы ждали 29 лет, и к 2024 году он обещает, что восточный выезд уже будет запущен через 3 года. Как-то слишком оперативно и быстро, ну, хотелось бы в это верить. Возобновление строительства тоннеля стало возможным с появлением концессионера, это ВТБ. Это соглашение концессионное снизило нагрузку на бюджет на 30 миллиардов рублей. Для этого только содержание законсервированного объекта обходилось республике в 100 миллионов рублей в год. Просто то, что этот объект существует. Да, чтобы не разрушился, видимо, да. Ну, кстати, к этому проекту еще больше критических отношений, скажем, оценок со стороны экспертного сообщества. Например, Олег Арефьев, который у нас ведет программу «Транспортный час», ну, просто не понимает, для чего это нужно. Более того, он считает, что это будет вредно, потому что транзитный транспорт, который будет ехать в итоге с трассы М5 на М7 через город, он еще более осложнит дорожную ситуацию в центре, там, на проспекте, на улице округа Галле, и это газы, это шум и так далее. Ну, в общем, есть в этом смысл определенный. Значит, дальше, что у нас есть из других тем. Учительница из Башкирии, нарисовавшая на лбу ученицы двойку, уволилась из школы. Такая вот неоднозначная история произошла в Кумертау. В отношении нее прокуратура провела проверку, и руководство школы учительницу в итоге вынудило уволиться. Вот. Двойка была нарисована ручкой, я так понимаю, на лбу ученицы. Ученица об этом сама рассказала, там, видимо, родителям и руководству школы. И возникает, конечно, здесь вопросы, как это вообще возможно, при каких обстоятельствах все это произошло, но вот прокуратура все признала, видимо, случившимся, и учительница, признав свою вину, судя по всему, опять-таки ушла из школы. Хотя, как мы знаем, у нас иногда, даже не иногда, а часто бывает, когда учителя просто-напросто, подвергаясь давлению, не сопротивляются и делают ровно то, что от них требуют. Но, между прочим, эта история не только региональная. Много федеральных СМИ обратили внимание на произошедшее. В том числе, кстати, депутат Госдумы аж Петр Толстой вчера в эфире радиостанции «Говорит Москва» тоже
обратил внимание на эту историю и сказал, что, довели учительницу. На самом деле, если честно, если такое произошло, то, наверное, это правильно, что обратили внимание, потому что все же нужно учитывать, что не могу субординацию. Не зачитать, Айдар, отклики наших слушателей по поводу того, что мы рассказывали о БСК и слушали фрагменты. Значит, Зайнула пишет: спектакль у микрофона, как грабили, так и будут грабить, независимо от контрольного пакета. Пора говорить о полной экономической самостоятельности. Башкортостан вполне самодостаточен. Данни спрашивает, почему не 100%, почему благодарят Путина, а не защитников Куштау? Вполне резонный вопрос задает наш слушатель. Да, конечно, тут разбираться, да, и кого благодарить. То есть Путин в данной ситуации оказался, я не знаю, спасителем, или все-таки он лишь вынужден был констатировать то, что не может не произойти, как говорится, да? Тот же самый Рустем Ахмадинуров вчера написал, что это важнейшее событие для республики, для жителей республики. После событий, августа он упомянул, там это произошло, и сказал, что из-за по вине недобросовестных промышленников. Вот так вот. А тогда, когда все власти защищали как раз этих промышленников, ничего, знаете, мы об этом уже забыли. Не только благополучно молчали, но и вообще в последний месяц, я напомню просто, да, перед событиями на Куштау писали посты, давали комментарии о том, что промышленники молодцы, исполняют социальные обязательства, дают кучу денег республике, и поэтому мы должны решить сырьевую проблему не Куштау, а БСК всем миром, и должны от них отстать. Примерно такая была риторика. Мы увидели, значит, лица определенные. Еще добавлю один материал их. Москвы в Уфе МВД вновь отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению уфимской художницы Алены Савельевой об угрозах. Алена Савельева, которая нарисовала полуобнаженных башкир в национальной одежде, подверглась таким угрозам. Ей начали присылать не только в соцсетях, но и настоящие рукописные письма, и не только ей, но еще, например, ее бабушке, которая живет в городе Октябрьский, ее матери. И подавала она заявление, МВД уже однажды отказывалась возбуждать уголовное дело, потом прокуратура отменила это постановление об отказе в возбуждении, снова вернула дело в МВД, и опять же тот же самый результат, и опять же прокуратура планирует в течение 5 суток проверить. Что-то как-то все это похоже на дохлый номер. Понятно. Обзор прессы закончим. Сейчас давайте, друзья, немножко поменяем тему, что ли, да, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера был председатель СПЧ Владимир Барабаш, говорил, на мой взгляд, важные вещи касательно тарифов за ЖКХ, по поводу БашРТС, всего этого. А потом мы вновь вернемся к теме БСК и поголосуем. Мы сказали, что что-то сделано, но ведь результата нет, люди также недовольны. И самое главное, какой результат должен быть? Вот о каком результате? Снижение тарифа? Не знаю, хотя бы организация действующей рабочей группы, ведь даже этого нет. Активисты там и в Москву ездили, с пикетами ходили, в Белый дом атаковали, что-то им обещали, но нет. Стоп, давайте разделять активистов, которые ездили, что-то там митинговали и что-то пишут в соцсетях, и активистов, которые работают в ежедневном режиме по вопросу ЖКХ. То есть рабочая группа сформирована. То, что туда не пригласили несколько активистов, которые ставят ультиматумы и ультимативно требуют определенных решений, иначе мы общаться не будем, собственно говоря, и противоречия даже в этой логике нет, потому что, окей, ребята, ваши требования невыполнимы, поэтому о какой рабочей группе совместной может идти речь? Вопрос тарифа. Во-первых, постоянные искажения. Я сейчас не защищаю ресурсников, там тоже очень много вопросов, но не надо уводить внимание людей на тариф. Не надо запудривать людям мозги, не в тарифе дело. Наша задача, как общественников, как любого жителя, спроси, да не тариф надо снижать размер платежа. А размер платежа можно снизить совершенно другими способами. Кому это выгодно, снижение размера тарифа? Это не социально незащищенным слоям выгодно. Это выгодно, чем больше площади квартир, чем состоятельнее люди, тем для них вопрос решения через тариф выгоднее. Почему? А потому что тариф привязан к потреблению на площадь. К фактическим гигакалориям же привязана сумма платежа. Хорошо, чем больше у тебя квартиры или дом, тем больше у тебя расчетная величина. И, соответственно, человек, у которого площадь квартиры 30 квадратных метров, и человек, у которого площадь квартиры 300 квадратных метров, если снизить тариф, это в 10 раз выгоднее для человека, у которого большая квартира. Вопрос заключается в том, что люди, у которых большие квартиры, они и так могут за себя заплатить. У нас проблема с социально незащищенными слоями. Люди готовы платить. Те же пенсионеры, они всегда исправно платили. Но просто сейчас уровень дохода настолько низок относительно тех расходов, которые у нас есть. На ЖКХ, на лекарственное обеспечение, на продукты. И надо дать возможность, это адресная социальная помощь. Государство должно быть социально ориентированным. Оно должно адресно помогать. И вопросы поддержки социальной людей,
кто не может платить. Оно реализовано. Почему об этом вот общественники молчат, некоторые? О том, что можно пойти получить субсидию государственную. Это действенный метод здесь и сейчас. Да, сложно. К сожалению, надо там пройти ногами эти все вещи. Но вот здесь мы, как Совет по правам человека, там, Госсобрание, мы сейчас с ними там коммуницируем, мы находим вариант, как эту процедуру стараемся упростить, чтобы там та же как бы одиноко живущая пенсионерка не обходила там кучу заведений, собирая эти справки, чтобы получить выплату. Максимально просто получить эту субсидию. Вот это надо делать. Но почему об этом все молчат? Почему не помогают пенсионерам, ну или социально незащищенным слоям оформлять? Где активисты, которые вот это людям расскажут и объяснят? Мы говорим о снижении, например, тарифов там, или еще что-то для снижения платежки. Хорошо, следующий большой этап – это снижение потребления. И здесь очень важно понимать, что вот у нас есть примеры в Уфе, когда два одинаковых дома, построены в один и тот же год, две стандартные там девятиэтажки, а разница в платежках в 2 раза. Почему? Потому что в одном доме утеплена крыша, тепло не уходит, сделаны нормальные тамбурные двери, сделаны нормальные пластиковые окна в подъездах. То есть нет лишних потерь тепла. И разница практически в 2 раза в платежах. У нас есть управляющие компании, которые мы все с вами наняли для того, чтобы они отстаивали наши интересы, наняли, чтобы они вот эти вещи блюли. Мы им платим за это ежемесячную денежку, за которую они должны рубиться от нашего имени с ресурсниками, проверять, чтобы у нас счетчик работал исправно. Сколько уже за эту же зиму вычислили историй, когда в ОДН включают коммерческие площади первых этажей. Кто это должен делать? Ну, жители делегировали эти права. Я не слышал ни одной истории, чтобы у нас хоть у одной управляшки отозвали лицензию. Это лицензируемый вид деятельности. За то, что счетчик не работает, за то, что некорректно предоставляются данные. Кто людям-то компенсирует это? Никто. То есть вы считаете, вот что не в ту сторону воюют? Мы воюем как раз туда, куда нужно. Да. А вот понятно. некоторые активисты воюют не в ту сторону. Простой пример. Есть машина. Паспортный расход 10 литров на 100 километров. Фактическое потребление 20 литров на 100 километров. Есть цена на бензин, допустим, там 50 рублей за литр. Можно добиваться снижения цен на бензин, а можно поехать и машину на сервисе привести к паспортному расходу. Что проще сделать? Второе. Конечно. И вот здесь не надо вводить людей в заблуждение. У нас сейчас все там пообъявляли, что они идут там, кто в Горсовет, кто в Госдуму выдвинулся. И начинают людей на баррикады звать. Не надо так делать. Давайте как бы с людьми по-честному. Владимир Барабаш был гостем программы «Персонально ваш» вчера. Полная версия у нас есть на сайте и во всех соцсетях. Любовь пишет: в 5 раз увеличилась плата за отопление, адресную помощь не получишь. И, в общем, в принципе, вот его слова, конечно, да, не очень были восприняты нашей аудиторией. И вчера было много негативных комментариев. Но вот есть такая точка зрения, что дело не в тарифе, а дело в том, чтобы как бы работать над тем, чтобы считало меньше, чтобы потерь было меньше, и чтобы государство выплачивало социальные выплаты тем, кто в этом нуждается. Ну что ж, переходим к интерактивной части. И у нас действительно в продолжении темы ВСК, решения Путина, очень простое и понятное голосование. Считаете ли вы такой исход ситуации с акциями башкирской содовой компании благоприятным для Башкирии? Если вы считаете, что это действительно благоприятный исход, в собственности республики остался такой же пакет акций, но еще и возымели управление над предприятием, то есть дополнительные проценты акций. Ваш номер телефона в таком случае 262 72 47. Если же вы исход с акциями считаете неблагоприятным, ваш номер телефона 262 72 47. 48. Голосование. Процесс пошел. Еще раз для надежности повторю, да, если вы считаете исход такой благоприятным, звоните по номеру телефона 262 72 47. Если же вы исход этот не считаете благоприятным, 262 72 48. Ну, а теперь простыми словами, да, то есть если вот то, что вчера произошло, вас радует лично, да, вы считаете, что ну, слава богу, да, ну вот хотя бы вот так вот, и в принципе, ну хорошо, ну что ж, как говорится, ожидать каких-то там, я не знаю, манны небесной вот в нынешней ситуации было бы нереально. Москва вполне могла бы вот ничего не отдать нам, да, в собственность. Или, например, отдать 38,3 в доверительное управление просто, чтобы у нас был типа пакет для того, чтобы мы были в совете директоров, и ну не более того. То есть вот в принципе это все хорошо, слава богу, то есть
действительно, Владимир Путин, как несколько дней назад говорил Андрей Назаров, прислушивается к тому, что говорит и просит руководство республики, и, по сути дела, делает то, чего от него хотят в Башкирии. Поэтому радостные события, хорошие, позитивные. Ну, вот с Башнефтью так, например, не получилось, а с БСК получилось взять контроль над управлением и 38 с небольшим процентов акций забрать обратно, а не 25, как в случае с Башнефтью, да, то есть дивидендов у нас будет больше, управлять будем сами. В общем, все хорошо, замечательно. Ну, либо вот, если второй вариант ваш, то вы не считаете это позитивом, в любом случае, скажем, республика от этого богаче не станет, не знаю, сотрудники БСК тоже счастливее не будут. При этом тут, наверное, аргумент очень важный, что все-таки в любой момент Россия может забрать фактически у нас управление над предприятием, потому что только 30 с чем-то процентов в собственности республики, остальные под доверительное управление. Если вы считаете исход событий с акциями башкирской содовой компании для Башкирии благоприятным, 262 72 47. Если же неблагоприятным, 262 72 48. Голосуйте, звоните. Артур пишет в Ютубе радостные события, но при этом ставит смайлики, что, видимо, формулировка так себе, ему кажется. Да, здесь мнений может быть много, и, в общем, все имеют право на жизнь. И сейчас мы, друзья, отмечу, не спрашиваем вас, чья это заслуга, да, то есть кого нужно благодарить за это, защитников Куштау, там, Хабирова или Путина. Дело не в этом. Но вот сам исход. Суды закончились, акции передаются, и вот мы теперь понимаем, каков будет статус-кво, как минимум, в ближайшие годы. Если это хорошее событие, 262 72 47, ничего в нем хорошего нет, 262 72 48. Голосуем еще 15 секунд, и мы уже подведем итоги. Но самое интересное, Владимир Путин вчера во время своего выступления сказал, что мы посмотрим, как будет управляться компания. То есть все-таки как решать сырьевую проблему, будет. Кстати да, говоря, еще. И сырьевую, и с ресурсами, кстати. Да, он да, тоже он так это сказал. отметил. Ну что ж, итоги голосования. 37% слушателей, 41 уже процент слушателей считает, что все-таки это благоприятный исход, остальные считают, что все-таки это неблагоприятно для Башкирии. 59 большинство говорят, что плохо. Ну что ж, такие цифры, уходим на новости. После перерыва у нас два гостя. В 6:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. В России стартовал весенний призыв. В армию призовут более 134 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет из 83 субъектов. В Генштабе обещают, что призывная кампания пройдет при соблюдении всех санитарных мер. При этом у призывников будет возможность сделать прививку от коронавируса по прибытии к месту службы. Уровень бедности российских семей без детей во время пандемии вырос более чем в 2 раза. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики. В нем отмечается, что основной формой федеральной помощи населению в период эпидемии поддержка стала поддержкой семей с детьми, а не рынка труда и работников. Самые большие выплаты получили семьи с детьми от 3 до 7 лет. Это привело к тому, что уровень бедности таких семей снизился с 32% до 24%. В РПЦ заявили, что значительную часть женской общественности возмущает песня исполнительницы Манижи, с которой она поедет на Евровидение. Как заявил РИА, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе, произведения, имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущение у сограждан женского пола. Он также отметил, что все, что унижает достоинство женщины, не должно популяризироваться в международном пространстве, и сослался на закрепленную в Конституции защиту традиционных ценностей. Ранее песню Манижи «Русская женщина» назвала бредом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. С 3 апреля во Франции карантинные меры по коронавирусу распространятся на всю страну. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее карантинные меры действовали только в 19 департаментах. Карантин вводится на 4 недели. Во всех регионах с 19 часов будет действовать комендантский час. Все работники перейдут на удаленный режим. На 3 недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения 1 день в неделю.
На завершение расследования инцидента с контейнеровозом Ever Given уйдет не менее недели. Об этом сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа. По его словам, специалисты выяснят все обстоятельства происшествия с севшим на мель судном, блокировавшим движение по каналу. Проанализируют черный ящик, зафиксировавший все переговоры и действия экипажа, а также видеозаписи и документы. До завершения расследования, которое началось в среду, контейнеровоз не сможет покинуть канал. В Москве сейчас 8 градусов, днем от 5 до 8 и небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Хорошее зрение при любых обстоятельствах – это ваш личный комфорт. Шамир создает высококачественные линзы для очков для любого рецепта, любого вида деятельности и любой тренировки. Линзы Шамир – это идеальное зрение и индивидуальный подход. Спрашивайте линзы Шамир в оптиках вашего города. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продается помещение под детский сад в жилом комплексе «Новый умный дом» на Злобина с населением более 1000 молодых семей. 350 квадратных метров спальных и игровых комнат. Готовая инфраструктура. По вопросам приобретения звоните 280 10. 280 10. Застройщик ООО ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 35 минут в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Педагог, нарисовавшая двойку на лбу ученицы в Кумертау, уволилась из школы. Прокуратура города провела проверку по сообщениям в СМИ о нарисованной двойке на лбу ученицы. По сообщению Башпрокуратуры, учитель начальных классов 25 марта поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку. Далее цитата. «Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка». Прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала наказать виновных должностных лиц и принять меры к недопущению подобных нарушений впредь. Педагог уволен из школы по собственному желанию. Власти Башкирии рассматривают 6 месторождений, которые могут стать источниками сырья для башкирской содовой компании. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. Далее цитата. «Мы должны сохранить лидирующие позиции в стране по производству соды и другой продукции предприятия. Поэтому одна из главных задач – поиск новых источников сырья для компании. Мы не сидели сложа руки, а работали с менеджментом завода». Конец цитаты. По их словам, запасов на старом месторождении Шахтау хватит на несколько лет. Параллельно рассматривается 6 месторождений, которые могут поставлять сырье. Далее цитата. «Смотрим наиболее оптимальный вариант и по качеству, и по экономике», приводится в сообщении Дома Республики слова Хабирова. Однако название месторождения он не привел. Самое ближайшее — Гумеровское, но о его разработке пока компетентные органы ничего не сообщают. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Уфе +2, днем пасмурно, до 4 градусов тепла, местами возможен снег. Айдар Ахмадиев, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, а также с помощью прямой трансляции в Ютубе, где есть чат, который мы с удовольствием читаем.
+7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений. А сейчас переходим к еще одной теме, которая начала обостряться в последние дни, и связана она с проектом строительства культурного центра «Парк искусств» возле Академии наук по улице Кирова на территории сквера. Против этого строительства выступает группа как минимум из 30 человек, которые живут в ближайших домах. Они уже начали обращаться с письмами в разные инстанции, к главе города, главе республики. К Путину обещают обратиться. В суд на мэрию подать. Все вот такое. Ну, полный набор, как говорится, да? Комплект. Вначале мы поговорим с представительницей активистов Светланой Павловой, потом созвонимся с Валерианом Гагиным, человеком, который является идейным вдохновителем и двигателем всей этой истории, да? Светлана Павлова, член инициативной группы жителей домов на улицах Достоевского и Кирова, и также член правления дома номер 100 на улице Достоевского. Вот Светлана Павлова за последнее время часто довольно появляется в средствах массовой информации, комментирует эту ситуацию. Светлана с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые корреспонденты и жители города Уфы. Светлана, первый вопрос сразу, как говорится, в лоб. Почему вы выступаете против строительства такого, возможно, хорошего современного центра в центре Уфы? Вы знаете, мы не против строительства именно парка искусств. Мы против геолокации его. Центр и так перегружен. Гагина ждут, мы общаемся в социальных сетях, Гагина ждут ведь и в Черниковке, и в Деме, и в Затоне. Пусть он развивает неиспользованные площади. Здесь расположен сквер, очень любимый жителями города. Ну, смотрите, сразу по поводу сквера хочу отметить, да, вот я тоже как бы житель города, и эти места, в принципе, неплохо знаю. Там, вот, на мой субъективный взгляд, несколько полуголых сосен и трава совершенно пустая, где собачники выгуливают своих псов, и больше там ничего не происходит. Или я ошибаюсь? Нет, вы ошибаетесь. Там помимо того, что есть вот эти вот 100-летние деревья реликтовые, сосны, там посажены новые сосна. В 2019 году там высажена липовая аллея к 9 мая, к Дню Победы была нашими детьми 21-й школы, 39-й школы, в память ко Дню Победы. В том числе мой сын там тоже сажал липку. Светлана, смотрите, арт-квадрат — это такое культурное пространство в центре Уфы тоже. Дело в том, что оно, лично на мой взгляд, получилось довольно интересным. Там раньше были вот эти полуразрушенные здания некрасивые, там просто не хотелось гулять, а сейчас это пространство очень даже комфортное. И по словам тоже людей, которые не живут в Уфе, приезжают, например, из Москвы, я таких знаю. Вот если что-то подобное будет на месте вашего сквера, под, так сказать, как раз вот этим рядом с парком искусства и так далее. Вы согласны на подобное? Нет, мы не согласны, потому что даже если взять все эти парки искусств в Москве, в Санкт-Петербурге, все они выведены из жилой зоны. Гагин может построить свой прекрасный парк в любой нежилой зоне. У нас очень много земель. Здесь очень большая техногенная нагрузка на само место. Здесь нет парковок. Дальше, арт-квадрат возьмем. Арт-квадрат — прекрасное место, но там очень много неиспользованных площадей. Пусть доведут до ума арт-квадрат, прежде чем что-то строить новое. Дальше, зачем такое место в 500 метрах получается, от данного сквера? Сквер имеет свое назначение. Сюда приезжают люди, здесь отдыхают офисные сотрудники, жители. Гагин говорит, что я выгуливаю там своих собак, но позвольте, мои собаки ходят на пеленку, а вот туда мы приходим просто погулять с собаками, с детьми. Хорошо. То есть, я так понимаю, компромисса никакого нет? Мы против его строительства, получается, этого парка искусств на данной территории. Да, компромисса не будет, мы будем бороться. Если, получается, сейчас на местном уровне не рассмотрят наши жалобы, мы будем выходить уже на федеральный уровень. Тем более
способы борьбы у нас есть. Да, смотрите, давайте тогда сейчас попробуем понять, каков уровень, что ли, этого протеста. Вот сколько вы можете сейчас, положа руку на сердце, насчитать тех людей, кто выступает совместно с вами против? И не просто говорит «я против», а вот именно готов активные действия предпринимать. Вот смотрите, у нас, если брать Кирова 29, Достоевского 100 и 100/1, у нас 194 квартиры. На данный момент инициативная группа, то есть за 2 дня, получается, для подачи жалоб, я должна была по закону набрать 10%. Инициативная группа у нас подписала только за 2 дня 31 человек. Это потому, что была суббота-воскресенье, и люди были на даче. Когда в понедельник люди приехали, они были готовы подписать. То есть мы практически, я считаю, что со своих домов соберем 190 подписей. Дальше к нам присоединился 31-й дом. Вот там тоже инициатор Артур Хазигалеев. Получается, дом Цурюпа 83, Цурюпа 85. Смотрите. К нам звонят из других районов и говорят, что они готовы также принять участие в защите нашего сквера. Вот, я как раз об этом хотел поговорить. Хорошо, вы жители ближайших домов, но сквер — это все-таки не ваша дворовая территория, скажем так, это не та территория. Да, мы понимаем, но однако же, знаете, когда я веду дискуссии с Гагином в социальных сетях, за проект Гагина никто не выступает, и ему никто не оказывает поддержку. Однако же мне люди пишут уже теперь, поскольку я оставила свой номер телефона, с разных районов. Не обязательно из центра даже. То есть у меня очень большая поддержка не только среди жителей моего дома, но и среди жителей, среди уфимцев. Вот. Хорошо, ну я так понимаю, это вообще ваша не первая борьба с застройщиками и с мэрией? Да, у нас планировали здесь прямо во дворе убрать нашу детскую спортивную площадку и построить, какую-то платную секцию. Но здесь и так предостаточно платных секций. Если бы это было что-то бесплатное, еще можно было бы рассмотреть. Но извините меня, это платная секция, и нам пришлось бороться, мы дошли до Путина. Дальше, вот знаете, еще помимо того, что вот вернемся опять к скверу, что, вы знаете, еще же обманным путем было сменено, получается, назначение данной земли. И это очень, нездоровая ситуация, когда, не согласовывая, просто так вдруг меняют назначение земли. Это вопрос, во-первых, главе администрации города Уфы и вопрос главе администрации Кировского района. Потому что, может быть, он сейчас удивится, но это его обязанность курировать назначение земель в своем районе. Светлана, по вашим данным, когда эта смена произошла? Я так понимаю, сейчас там назначение под гаражи якобы, да? Да, сейчас там назначение под, получается, платную парковку. Назначение произошло, и, как я понимаю, вот в ближайшие где-то 2 года. Ага, то есть относительно недавно. Это очень недавно, если, знаете, прямо вот не под момент Валерьяна Гагина и его проекта. Я вообще не понимаю, почему Сергей Греков свое назначение, извините меня, отпраздновал таким образом, что, придя к власти, тут же отдал самый дорогой и застроенный кусок земли. Чем мы ему так, уфимцы, насолили, что ли? Ну, решение-то принималось, по-моему, все-таки выше, где-то там на Тукаева, нет? Нет, я не знаю насчет выше, не выше, но, по крайней мере, когда я позвонила в администрацию города Уфы, получается, в главархитектуру, мне сказали, что данное решение согласовано с Грековым, и на своей странице Валерьян Гагин также ссылается на Грекова и на Байдена, что это Байден ему предложил этот участок. Видимо, Байден тоже решил. Так, еще буквально последний вопрос. Артур Хазигалеев, депутат Горсовета, вот вы упомянули, да? Он житель одних из этих домов, и он тоже среди протестующих? Да.
Ну, он тоже как бы против, он тоже не против. Вот концепция вообще у Гагина неплохая довольно-таки, но геолокация. Пусть сменят геолокацию, и мы даже будем за, и будем ходить в его парк. Может быть, может быть, у него будет на самом деле прекрасный парк. Только единственное, ему же выдавали землю в парке Калинина. Почему он ее за 3 года не освоил? Ой, там была проблема. Выдавали, да не выдавали на самом деле. Смотрите, нет, он говорил, что там в связи с тем, что туда нужно тянуть инженерные сети, а здесь он на что будет цепляться? Ну ладно, Светлана, это отдельная история, наше время истекает. Хорошо. Вам спасибо большое. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы, а мы перейдем к разговору непосредственно с Валерианом Гагиным, который как раз-таки инициатором этого проекта является. Также я напомню, что он действующий член Совета по правам человека при главе Башкирии, директор Центра современного искусства «Облака». Вот как писал «Коммерсант», облака, скорее всего, переедут в этот парк искусств, логично, если он будет там построен. И, кстати, многие, вот, кто любит облака, которые сейчас находятся далеко-далеко на Бакалинской, да, они говорят, хорошо бы, если бы облака были где-то в центре. И, кстати, я, как посетитель облаков, тоже считаю, что было бы удобнее. Я сколько мероприятий пропустил в облаках только потому, что находятся в неудобном месте. И туда ехать вечером после работы бывает, мягко говоря, не с руки. Ну что ж, все-таки, я думаю, необходимо учитывать мнение местных жителей, потому что они там живут, и они хотят видеть эту зеленую площадку, эту зеленую зону. Каковых в центре не так, на самом деле, много, и многим просто не хочется жить в этих бетонных джунглях, как их называют. Я бы, конечно, больше сказал, я бы откатил на 20 лет назад, когда эту территорию начали застраивать этими домами. Вот здесь была самая ключевая градостроительная ошибка. Там был целый квартал, я напомню, да, музейный комплекс дореволюционной Уфы, в который входил дом-музей Ленина. Все дома снесли, остался только музей Ленина. И построили вот эти вот элитные комплексы, которых, если бы там не было, сейчас никто бы вопросов не задавал по поводу наличия парка искусств. Но вот эти градостроительные ошибки были совершены, и теперь тянут за собой шлейф следующих проблем, скажем так. Валериан у нас на проводе. Валериан, доброе утро. Доброе утро. Я внимательно слушаю вашу дискуссию, мне очень интересно. Да, в итоге, мы начали с вами дискутировать, в итоге, оказывается, так, на проводе. Валериан, ну что, слышали, да, наверное, что говорит Светлана? Как вы на это ответите? Руслан, я считаю, что нужно отвечать глаза в глаза, находясь в одном помещении, в одной студии и разговаривать прямо открыто. Это отдельный формат, подумаем об этом, а пока вот все-таки по очереди. Снимая все вопросы. Я очень надеюсь, что прокуратура и все компетентные органы ответят быстро. Дело в том, что земля никому не предоставлена, идет обсуждение концепции развития этой территории, которую я считаю, безусловно, правильным. Как вы точно заметили, Уфа выбрала несколько свой путь развития уплотнительной застройки, уплотнения центра. И это понятно, потому что, сравнивать, например, плотность населения Уфы и Леона, мы получим у нас 1000 человек на квадратный километр, а в Леоне 10 тысяч. Мне кажется, это такой вектор. Не будем судить, что было, если история слагательных наклонений не терпит. Поэтому имеем то, что имеем. И сейчас эта территория, эта центральная территория, этот квартал, имеет все шансы стать серьезной культурной точкой притяжения для всех горожан. И, конечно, рассматривать эту территорию как придомовой сквер одного дома нельзя. Мое мнение, как горожанина, я выступаю не один. Вот здесь я, кстати, согласен, я поэтому и спросил, я говорю, это же не ваш двор на самом деле, да, а территория города? Нет, он через улицу вообще находится, через Кружскую. Вот. А вот то, что находится рядом с домом Достоевского 100, на самом деле находится в ужасном состоянии, рядом с посольством красоты. Там бы, конечно, как-то привести это в порядок и сделать большой-большой сквер парк получается, от Цурюпа до Ленина, с захватом нефтяника бывшего, который сейчас Башкортостан называется, и территории всей до Достоевского. Эта территория может преобразиться и может стать действительно хорошим, классным парком, активным, живым, интересным. Да, нужно дискутировать, да, нужно общаться, да, нужно действовать строго в соответствии с законом и обсуждать нужно это все открыто со всеми горожанами. Именно так, как мы пытаемся начинать. Валериан, готовы ли вы благоустроить зону для этих жителей? Потому что если вы на месте их сквера что-то построите, вы лишите их возможности там, гулять в благоустроенном Айдар, вы месте. передергиваете, это не их сквер, это наш общий с вами сквер, который находится в ужасном состоянии. Наш общий, горожан всех. Это все прекрасно понятно, просто это место, где они гуляют, понимаете, они живут там рядом.
я очень прошу за риторику следить. У этого дома есть свой закрытый двор, в котором ставятся автомобили. Он стоит на той аллейке, по которой я, учась в 21-й школе, 10 лет бегал в 100-метровку. А вот эта замечательная аллейка с березами, с елями, она сохранена во дворе. У них есть подземный паркинг. То есть есть огромное количество решенных вообще вопросов. Есть этот сквер, который, используется, как используется, можете прогуляться там. В ужасном состоянии находится, на самом деле, сейчас. Я там был вот буквально недавно. Поэтому территория, которую мы планируем развивать, конечно, будет благоустроена, конечно, она будет пригодна для пешеходная доступность будет организована и будет пригодна для прогулок. Это ключевой момент для нас, потому что это наша аудитория, это те люди, которые приходят к нам в гости, и мы хотим их видеть больше и больше. Мы за 8 лет своей деятельности больше 300 выставок провели, мы проводим 50 тысяч человек ежемесячно через нас проходит. Хотелось бы уточнить по поводу концепции как раз, да, потому что вот пока, насколько я понимаю, мало кто понимает, что реально. То есть все представляют себе там какую-то гигантскую стройку, некоторые говорят, что это торговый центр по факту будет. Правильно ли я все-таки понимаю, что это не будет увязано, скажем так, с теми объектами, которые там существуют? Я имею в виду площадь 2 фонтанов, там вот это вот, значит, территория кафешек и так далее. То есть имеющиеся там сооружения и объекты сноситься не планируют? Или планируется что-то? Нет, конечно. Площадь 2 фонтанов остается, фонтаны преобразуются, и фонтаны на площади, на площади 2 фонтанов, и на около нефтяника. Вся территория становится более зеленой, более наполненной уличными активностями. Да, есть небольшая интервенция наша, это небольшие строения относительно этой огромной территории. В этих строениях мы планируем развивать мультимедийный наш музей, большой формат проекционного зала. Это сфера, которую вы видели на проекте. Концептуально это наш проекционный зал, где вокруг тебя происходит движение. Валериан, очень мало времени. Смотрите, вы такую вещь сказали, что территория будет еще более зеленой, чем сейчас. Я правильно понял? Да, конечно. Это все верно. Она будет насыщена зеленью, она будет интереснее для пешеходов, она будет интереснее для людей. Люди будут не использовать ее не как транзитную территорию, через которую прошли куда-то, а территорию, где можно прийти, остаться и провести время. Потому что центр поднимается на ноги, вот это наше здание, первый этаж проходной становится сообщением между Кирова и площадью 2 фонтанов через сквер. Поэтому, безусловно, зелени будет больше, зелень будет качественнее. Смотрите, вечером там будет греметь музыка и тучи машин, и не будет воздуха, пишет нам Любовь. Что скажете на это? Мы не работаем по ночам, у нас нет формата, который работает по ночам. Ночную активность замещает прекрасный мюзик-холл в закрытом подземном помещении. Машин не будет там туч, потому что не предусматривается огромных парковок. Вот. За исключением той парковки, которая, может быть, останется у дома 100. Да? Вот там я не знаю, какая функция. Как решим совместно с жителями, останется она уличной или не останется. Поэтому никакой активности уличной не будет ночной, никакой музыки не будет ночной. Это нормально. Территория будет безопасна, освещена, удобно и комфортно. Валериан, вы знаете, вы говорите, что готовы общаться с местными жителями, но при этом объявили вообще о том, что вы что-то планируете на этом участке делать, не поговорив до этого с местными жителями. Почему диалог уже, по вашему мнению, должен состояться после принятого решения? Айдар, я, во-первых, не понимаю, какое решение принято. Мы говорим о концептуальном решении. Я категорически не согласен с попыткой сформировать какое-то мнение с вашей стороны о том, что почему-то я что-то сделал не так. Я сделал все так, как считаю нужным. Я считаю нужным провести открытые публичные слушания по всему проекту, в любом проекте. Я считаю, что каждый инициатор проекта строительства должен, так же, как я, выходить в общество и говорить, у нас есть такая идея, перед тем, как получить права на землю. И мы хотим сделать вот такую интересную вещь. И очень правильно, что именно в таком ключе мы пошли. Очень правильно, что сейчас эти вопросы возникают. Потому что ответит прокуратура? Ответит, что решение не принято. Это нормально совершенно. Решение будет принято в соответствии с взвешенное комплексное решение в соответствии с учетом всех мнений всех граждан. Валериан, то есть предстоят слушания, предстоят вот эти встречи с жителями местными и неместными, и все это будет предстоит разработка проекта вместе с учетом мнения горожан, с учетом мнения в том числе местных жителей, только предстоит после получения разрешительного документа. Валериан, как-то ваше выдвижение в депутаты Горсовета Уфы связано с этим проектом? Депутаты Горсовета Уфы вообще в участии в праймерис для меня традиционно уже на протяжении 3 раз.
я имею достаточно большой опыт политической условной борьбы. И в прошлый раз, кстати, в 2016 году проект «Парк искусств», который был ключевым, его поддержали 34 тысячи избирателей на праймере, когда тогда я баллотировался, условно, в кандидаты в Госдуму. Вот. И это хороший показатель того, какое количество людей поддерживает идею развития креативной экономики и создания парка искусств. Спасибо. Сейчас Валериан Гагин с нами был на связи. Время у нас закончилось. Член СПЧ при главе Башкирии, директор Центра современного искусства «Облака». Меня зовут Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев, звукорежиссер Никита Полянин. Всем хорошего дня и до свидания. Пока. Мягкой посадки вашим